Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые судьи, выслушав выступление обращающей стороны, мы хотели бы высказать свою позицию. Мы считаем, что в данном случае, конечно, никакого противоречия нет. В первую очередь, если войти в суть проблемы, почему Аламединский суд не может пересчитать У Аламединского суда нет права вмешиваться в приговор Ленинского суда в нашем конкретном случае. Приговор – это судебный акт о виновности, невиновности, о сроках наказания, видах, и он незыблем. То есть, если Ленинский суд сказал, что Талайбек Улу, имя не помню, будет отбывать наказание в таком-то режиме, будет сидеть там-то, там-то, то, соответственно, если этот приговор в законную силу вступил, он должен исполняться. И когда он отбывает наказание в Аламединском суде и в его защиту Самат Аскарович обращается в Аламединский суд совершенно правильно поступил. Нельзя, чтобы решение одного районного суда решением одного районного суда было вмешательство в изменение приговора районного параллельного. То есть у нас приговор может быть изменен только вышестоящим судом. То есть если были бы сроки и 29 марта ваше решение состоялось, то можно было обжаловать. Но коль приговор в законную силу вступил, то есть здесь абсолютно верно. Суть в том, что один район не может изменить приговор другого района. То есть, если бы Аламедин, не дай бог, взял бы этот приговор и взял бы приговор Ленинского районного суда в части зачета времени в соответствии со статьей 80 пересчитал, это было бы злоупотребление, это было преступление. Не может один районный суд вмешиваться в приговор другого районного суда. Это такие фундаментальные понятия, потому что решение может быть изменено только вышестоящим судом. И в данном случае, конечно, здесь никакого противоречия нет. Мы в данном случае считаем. А тут, например, пример, который Самат Аскарович привел. Вот он сидит, подбросили наркотиков, их 4 посадили в СИЗО, они отсидели, им же надо произвести зачет. Если кто-то, опять же, в этот приговор внесет попытается изменить и по тому приговору, который сидит, попытается добавить эти 2-3 месяца, которые он сидел, это тоже будет преступление, это будет опять вмешательство в отправление приговора. Если его история случилась, когда человек оказался невиновным в целях реабилитации, он должен пойти на приговор, оправдаться, а время незаконного нахождения под стражей по новому приговору должны КСИН пересчитать. То есть нельзя с приговором играться, знаете, вот он там где-то посидел, давайте этот приговор еще раз изменим, а завтра его переведут в Нарын, он в Нарыне, еще Нарынский районный суд приведет, мы же придем к коллапсу, бардак, хаос будет, если равноценные суды друг у друга начнут менять приговоры. Да, то, что судебная практика сложилась на основании вашего решения от 29 марта, это все очень правильная судебная практика, это новые обстоятельства. То есть в истории Кыргызстана всегда с основ законодательства Союза еще 1961 года всегда считали день за два. Был определенный порядок. Этот порядок был нарушен в 2019 году, в 2023 вы восстановили, вернули тот порядок, который был, и, соответственно, это является такое новое обстоятельство, исключительное обстоятельство. Но приговор должен всегда зачет времени провести, то есть изменить даже вот одну букву, одно слово, время предварительного нахождения под стражей, засчитать из расчета день за день, поменять на слово день за два. Это только тот делает суд, который постановил. В данном случае, если Ленинский суд вынес приговор, Аламедин вмешался, а мы же не знаем, например, пока этого дела нет. Возможно, он был обжалован БГС, Бишкекский городской суд. Возможно, Верховный сходил, где-то изменили. Опять при присутствии с Ленинского он ушел, например, отбывать наказание, то получается Аламедин при их логике, то получается решением по месту отбывания суда мы можем завтра менять судебные акты областных, верховных судов. Поэтому мы считаем, что здесь нет никакой неопределенности.
А в том, что их доводы, а почему в 431 статье есть там 18 пунктов, да? А почему в 432, 19, 21 пункт, то почему в 432 нет отсылки на 14, и это нарушение, и это неопределенность? Мы с этим не согласны, потому что здесь такие основы, если зачет времени проводит только тот суд, который постановил. То есть это вопросы, как бы, не должно быть споров, не должно быть, потому что это суд по месту отбывания, он может его условно-досрочно освободить, применить акт амнистии, по болезни освободить. Но если есть на то и основания, да, законные, но никак не может изменить приговор суда постановившему. Поэтому мы считаем, что в данном случае как бы даже споров не должно быть. Решение суда должно быть незыблемым, и оно должно быть, если есть на то законное основание, поменять судом, постановившим приговор, тот, кто вынес. Да. Поэтому мы здесь не видим противоречия. Тем более, сама же ссылка обращающей стороны говорит, что она противоречит. Каждый осужденный имеет право на рассмотрение его дела вышестоящим судом в соответствии с законом. Они сами себе противоречат. Если решением, ну, грубо говоря, решением недовольно Ленинского суда, то либо должно быть пересмотрено вышестоящим судом, не по месту отбывания. То есть конституционная норма, она говорит, что решение суда может поменять только вышестоящий суд. То есть, соответственно. А в части того, что говорят, что ограничения на судебную защиту, нет, наоборот же. Алматинский суд говорит, идите, обращайтесь в соответствии с законом. То есть никто никаким образом Талайбек Улу и их защитников не стал ограничивать в судебной защите, то есть не было затруднений к доступу к правосудию. Вкратце именно все.